Сәлем шаяннар! Ноябрьнең 5-ннән 7-сенә кадәр Казанда Stage Platforma фестивале узачак. Бу хакта тулырак безгә проектның җитәкчесе, Татар дәүләт опера һәм балет театры премьеры Олег Ивенко сөйләр. Исәнмесез? Здравствуйте. Олег абый, проектның максаты тамашачыларны заманча бию сәнгате белән таныштыру диелгән. Проектка килүчеләрне нинди сюрпризлар көтә? В общем, сюрпризов очень много. На самом деле, потому что у нас будет 2 концерта, и они будут совершенно разные. 6 ноября мы будем показывать классическую хореографию, там, где я попросил своих коллег и друзей выступить на этой сцене, потому что называется «Ивенко и друзья». И здесь совершенно разные программы. Здесь будет классический ПДД, Абер, Дон Кихот, новый будет Талисман, из Пламя Парижа. То есть очень много кусочков таких, которые у нас просто... Мы не можем выступать с ними, потому что у нас нет в репертуаре того или иного спектакля. Поэтому я специально на своих коллег и друзей попросил, давайте подготовим и сделаем такой красивый творческий вечер. А 7 числа это современная хореография. Там будут приглашенные из Большого театра, Мариинского театра. Из Берлина приедет к нам молодой человек. Будет также очень хорошие танцовщики, как Владимир Варнава, он сейчас в жюри на танцы на ТНТ сидит. И плюс Александр Могилев, который тоже ставит все танцы на танцах ТНТ. Поэтому это будет просто невероятный такой баттл, танцевальный баттл. Олег абый, сез 6 ноябрь көнне концерт була дип әйтеп киттегез. Аның исеме Ивенко һәм аның дуслары. Анда кемнәр катнашачак? 6 числа будут такие солисты, как Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Алессандро Кагеджи, Мана Кувабара, Каролина Заборная, артисты театра оперы и балета, артистка фламенко Анна Федорова. Также там будут у нас участвовать, сейчас я вспоминаю, Антон Паладюк, Александра Елагина. Также Марсель и Мария Нуриевы, это современные ребята, которые танцуют современную хореографию. Сейчас стараюсь никого не упустить, кто там еще может быть. По-моему, всех практически перечислил, может быть, одного или 2 людей мог забыть, но вряд ли. Вот, и поэтому там будет просто невероятная красивая программа классической хореографии. Фестиваль кысаларында бик күп мастер-класслар да була дип беләм. Анда кемнәр чакырылы? Значит, ситуация на данный момент какая? 6 ноября мы планируем провести мастер-класс по современной хореографии с разными приглашенными артистами. Начнут Алессандро Кагеджи и Марсель Нуриев. И дальше включается тяжелая артиллерия. Это Илья Живой, человек и артист театра, Мариинского театра. Он сейчас ставит невероятно красивую современную хореографию. Дальше подключается Олег Габышев, театр Бориса Эйфмана. Он продолжает, он разогревает, он дальше преподает свою свою современную хореографию, имеется в виду. Дальше, еще лучше, Владимир Варнава подключается, тот же человек, который вот сейчас сидит на танцах на ТНТ и делает удивительную программу с Чулпан Хаматовой тоже. Поэтому он дает свой часовой мастер-класс. И в конце программы Александр Могилев. Это такая вот армада современных, можно сказать, хореографов, которые я очень хотел, чтобы они приехали и дали эти мастер-классы. Потому что не каждый может попасть на их мастер-класс. Они очень редко дают, потому что они безумно заняты. И я за полгода, даже за больше, чем 6 месяцев с ними разговаривал о том, чтобы они приехали и чтобы они сделали эти замечательные мастер-классы. И все они согласились. И когда я узнал, что будет вот так 6 часов мастер-классов, я не знаю, как люди вообще собираются туда попасть, потому что там нельзя пропустить вообще ни одного человека. Ну вот будем смотреть. Шәп, хореографлар конкурсы да була дип беләм. Җиңүчеләрне ничек сайлаячаксыз? В рамках фестиваля есть конкурс хореографов. Он специально сделан для молодых и начинающих таких хореографов, которые хотят себя попробовать на профессиональной такой сцене, посмотреть. У нас есть удивительные 3 члена жюри, которые выбирают того или иного человека. И мы отбираем 5 человек, финалистов. Кто нас больше всего удивил. Потому что современная хореография сейчас развивается активно, не так активно в Казани, поэтому мы все это делаем. И вот эти 5 победителей, то есть самый главный приз какой? Это 1 человек победит. Если нам понравится та хореография, которую он сделает, и нас всех
четверых впечатлит то, как он станцевал или как он это поставил, мы даем возможность выступить на сцене театра оперы и балета 6 числа. Аңлашылды. Олег абый, фестиваль темасынан читләшеп, сезнең моноспектакль турында да сорыйм әле. Аның белән эшләр ничек бара? Без аны кайчан күрә алачакбыз? Моноспектакль. Расскажу вам небольшой секрет, кто хореограф этого моноспектакля, потому что мы до последнего держали эту интригу. Наш хореограф этого спектакля Олег Габышев, театр Бориса Эйфмана. И это его будет первый спектакль, который он ставил вообще, то есть для кого-то. И я уже в предвкушении, на самом деле, тоже показать этот спектакль. Мы будем сейчас надеяться, что в 2022 году мы все-таки покажем премьеру, потому что они уже приезжали к нам не раз с артистами, которых я выбрал для этого спектакля. И у нас уже первый акт собран, музыка написана, и остались просто детали. И я надеюсь, что в 2022 году, крайний случай, это фестиваль «Stage-платформа» в следующем году, мы покажем это здесь. Если нет, то мы покажем это еще раньше, что тоже лучше. Поэтому я надеюсь, что все скоро мы объявим. Олег абый, сезгә шын күңелдән уңышлар телим. Вакыт табып безнең студиябезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо. Дуслар, ШРН ТВ үз эшен дәвам итә. Киләсе очрашуларга кадәр.